Но если вернуться, что происходит, вы знаете, я согласен с Наташей, эта цифра 80-90, мы просто знаем по слоям населения. То есть это не какая-то элита, это не патриотичные белорусы, которые говорят белорусскую мову, да? Это вот уже вообще в широкие слои населения, им недовольны. Да? В прошлом году были бунты по всей стране, которых не было даже во времена перестройки. Что же за бунты? Что-то не слышали. Это был закон, первая версия закона о так называемых тунеядцах, когда безработных хотели еще обложить дополнительным налогом. Не отменили эту идею такая была, что вроде как это типа попугать? И вот я просто хотел сказать, то есть отбили, потому что были бунты, вот эта фотография, это был пик, это акция 25 марта 2017 так это против года. Это тунеядцы такая мощная сила, что против нее в белорусский тунеядец, это вот какой надо сайт отправить, белорусский тунеядец. 1000 человек было арестовано в Беларуси, то есть вот за неделю. Были предварительно именно лидеров. этот закон о тунеядстве. Да. Он предусматривает налоги какие-то, вот как за бездетность когда-то были, или уголовные срока, как за тунеядство. Я хочу белорусов, живущих в Украине, возможно, они услышат. Все, кто работает за границей, они сразу автоматически попадают в тунеядцы. Создана специальная комиссия по тунеядцам, тройки называют. И они сразу этих людей запишут, которые находятся за границей, в тунеядца. А в течение квартала белорусы, которые работают за границей, они будут доказать этим комиссиям, что они работают. Причем не просто вот я живу там в Украине, и поэтому все. Нет. Человек должен справку привести или в электронном виде сообщить с места работы в Украине, с конкретного предприятия, что он работает. Потому что белорусы, они не могут... В Америке ты не можешь просто... Вот вышла замуж за миллионера белорусская. Нет. Она должна принести справку. А иначе без справки живи в Америке хорошо. Твоя семья, если ты там где-то прописана еще в Беларуси, да, будет платить в 5 раз больше за коммуналку. И вот они хотят получить базу данных. Представляете? И сотни тысяч белорусов со справками. Смысл доить деньги, я правильно понимаю, с людей? Да, во-первых, доить деньги с людей. Во-вторых, запугать всех абсолютно, потому что по этому же закону идет колоссальный сбор информации. То есть, в общем-то, все попадают под контроль государства. Лишний повод и всех причем, пронумеровать. Да, всех пронумеруют, будут знать, где кто работает, будут знать все источники доходов. И более того... Родственники за границей есть, уже со справкой будут, где родственники работают. Мама, да. Так я должна, если вот я тоже тунеядец по белорусскому закону, я должна написать, где я работаю, какая у меня зарплата. И вот эти ведь данные, они же будут идти не только там в КГБ, в МВД, в эти комиссии, они будут идти другим организациям, например, там, про Лукашенковскому Белорусскому республиканскому союзу молодежи. Да? А еще значит, такая организация, как и ФСБ. Да. Они и ФСБ пойдут, если с КГБ. Я понял, это классная вообще история, я не знал.